8 дорожно-транспортных здарэнняў толькі за мінулыя выхадныя дні адбылося на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. У Бярозаўскім раёне і Брэсце пад коламі аўтамабіляў загінулі людзі. 6 чалавек атрымалі раненні рознай ступені тяжкасти. Первое ДТП произошло на территории Березовского района 29 марта, без 15:09. Водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги с велосипедом в руках, и в результате ДТП пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что пешеход был обозначен световозвращающими элементами. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло уже в городе Бресте, где около 11 часов утра водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, и в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был доставлен в медучреждение, где спустя 3 часа после совершения ДТП скончался в медучреждении. 7 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных спраў. У агні пацярпеў 1 чалавек, 2 выратавалі супрацоўнікі МНС. Згарэла 5 пабудоў, 2 пашкоджаны. В деревне Ельня Ганцевичского района в ночь на понедельник произошел пожар в частном жилом доме, принадлежащем мужчине 1968 года рождения. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова уже спустя 3 минуты после получения информации. К этому моменту в доме создалось плотное задымление. Звеном газодымозащитной службы были спасены хозяин домовладения, а также его супруга 1969 года рождения. Женщина в результате происшествия не пострадала. Хозяин домовладения с предварительным диагнозом отравления продуктами горения госпитализирован в Ганцевичскую центральную районную больницу. В результате пожара огнем повреждена веранда, а также находившееся в ней имущество. Причина происшествия устанавливается. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 16, усяго 26. Затрыманы махляры, якія на працягу месяца выманьвалі грошы ў пенсіянераў пад падставай аказання дапамогі родным, якія быццам бы трапілі ў бяду. В Ленинский РОВД обратилась пенсионерка. 74-летняя брестчанка сообщила о том, что неизвестный, тоже представившись работников правоохранительных структур, под предлогом оказания срочной помощи сыну, который попал в тяжелое положение, требовал деньги в размере 10 тысяч долларов США. Пенсионерка эти деньги передала. Мы получили информацию и по горячим следам сотрудниками уголовного розыска УВД Брестского облсполкома совместно с коллегами из Московского РОВД с поличным, с деньгами был задержан 39-летний нигде не работающий, ранее судимый за разбой житель Брестского района. В ходе проведения оперативных мероприятий уже достоверно установлено, что у него был сообщник, который гражданином является сопредельного государства, находится в Литве. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.